Республики Абхазия Бадра Зурабович Гунба. Открывая церемонию, президент тепло поприветствовал назначенного в июне 2026 года посла России в Абхазии Вячеслава Гладкова. Поздравляя российского дипломата с официальным вступлением в должность, Бадра Гумба выразил уверенность, что его высокий профессионализм придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству. Нас искренне радует, что дипломатическое представительство Российской Федерации в Республике Абхазия возглавил опытный государственный деятель. Уверен, что ваши знания, богатый опыт и глубокое понимание современных международных процессов будут способствовать дальнейшему укреплению абхазо-российских отношений. Глава государства выразил глубокую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за неизменное внимание к Республике Абхазия. Убежден, что в период вашей работы двустороннее сотрудничество будет и впредь динамично развиваться по всем ключевым направлениям. Абхазия – страна с древней и богатой историей. История абхазской государственности насчитывает более 1200 лет, и мы бережно храним это бесценное наследие. Уверен, что вы полюбите Абхазию, ее прекрасную природу и гостеприимный народ. Посол России Вячеслав Гладков подтвердил неизменность курса Российской Федерации на оказание всемирного содействия Абхазии в обеспечении ее надежной безопасности и устойчивого развития в качестве независимого, современного и демократического государства. В этом году исполняется 18 лет со дня признания независимости Российской Федерации Республики Абхазия. За этот небольшой исторический период двумя странами удалось сформировать обширную правовую базу, которая позволяет сформировать контур обороны и безопасности, обеспечить устойчивость социально-гуманитарного и экономического сотрудничества наших народов. Учитывая успешную реализацию совместных проектов, которые сейчас реализуются в Республике Абхазия, этот пример является успешным посылом для наших народов в части того, что сохраняется историческая память наших народов, создаются новые и бережно сохраняются духовно-нравственные ценности. И все это делается для того, чтобы воспитание подрастающего поколения наших стран сохранялась историческая правда и традиционные ценности для наших независимых государств. В этот же день верительные грамоты президенту Абхазии вручил новый чрезвычайный полномочный посол Южной Осетии Астамур Кация. На этом дипломатическом посту он сменил Олега Бациева, который ушел из жизни в августе 2025 года. Приветствуя дипломата, глава государства отметил, что Абхазию и Южную Осетию связывают исторические и братские отношения. В основе этого прочного союза, по словам президента, лежат общая судьба, глубокое взаимное уважение и многолетняя искренняя поддержка друг друга во всех ключевых вопросах. Вместе мы прошли непростой путь становления и международного признания наших республик. Сегодня мы продолжаем укреплять политический диалог, развивать торгово-экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество. Последовательно расширяем взаимодействие по всем направлениям. Убежден, что ваша деятельность на посту чрезвычайного и полномочного посла будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей между нашими государствами. В ответном слове Астамур Кация поблагодарил президента за теплый прием и заверил, что на своем посту приложит все усилия для дальнейшего расширения практического сотрудничества между Сухумом и Цхинвалом. В своей деятельности на посту посла я буду стремиться к дальнейшему развитию и углублению межгосударственных отношений, координации усилий во внешней политике и укреплению союзнических отношений с Российской Федерацией во благо наших стран. Благодарю за теплый прием и выражаю уверенность в успешном сотрудничестве.
Прошедшие торжественные церемонии вновь подчеркнули неизменность внешнеполитического курса Абхазии, направленного на углубление стратегического партнерства и укрепление всесторонних связей со своими ключевыми и проверенными временем союзниками. Гугут Савардания, Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.